Ход реализации державной программы развития Припятского Полесья обмерковали удельники выездной коллегии Министерства спорту и туризму Беларуси. И она прошла на базе Лунинецкого района. Вывучению туристичной инфраструктуры представники Министерства и всех областей республики присвятили целый день с попередними выниками работы по створению умов для развития туризма уздолж живописных припятских берегов удельники республиканской коллегии познакомились на практике, наведавши все самые цікавые объекты, что з'явились тут за опошние годы, дякуючи программе развития Припятского Полесья. Как оказалось, выники есть. Программа дала штуршок развитию предпринимательской инициативы. Интерес к развитию туризма значительно возрос на Лунеччине и в Столинском районе, хотя бы потому, что фактически все объекты в деревнях и отдельные хутора вдоль Припяти и других рек, которые попадают в зону Припятского Полесья, они фактически сегодня выкуплены. И выкуплен достаточно по высокой цене. Атрымаў развитие и водный транспорт. Подея, что отбылась тут несколькими днями ранее, не просто полегчила жыццё жыхароў Лунинеччыны и Столинщины, а істотна патанила кошт мясцовой вытворчасці. Паромная пераправа паміж двумя соседними районами повысила экономичную привабность размещения тут бизнесу. Есть над чем проехаться по водных просторах Полесской реки и туристам. Мы смогли продемонстрировать работу двух новых катеров. Отрадно, что один из них произведен на государственном предприятии, а второй частными лицами. Пусть они небольшие, но они достаточно удобные для того, чтобы реализовывать интересы туристов. Природные заказники, паляўнічыя господарки, агросядзібы – усё гэта тут есть и повинно пошираться, для того, как не просто притягнуть туриста, а и покинуть в его души жадание обовязково сюда вернуться. Сделано немало и перспективы хорошие. Алиса Григорчук, Александр Дьяченко, Лунинецкий район.